Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, дорогие друзья. Месяц Рамазан– это уникальный месяц, в котором мы получаем знания. Я бы сказал, что месяц Рамазан– это мадраса, в котором мы обучаемся. Обучаемся, и главным учителем является сам месяц Рамазан, и каждому из нас он дает уникальные, нужные уроки. Давайте сегодня узнаем про 3 главных урока, которые, наверное, усвоили каждый из нас. И я вам расскажу про диплом этого мадраса. Пусть Аллах Та'аля удостоит нас чести получить этот великий диплом. Первый урок, который мы получаем в месяц Рамазан, это искренность, ихлас, искренность. То есть человек начинает понимать о том, что когда есть действие без искренности и деяние с искренностью, то между ними, хоть даже это одно и то же самое действие, разница как между небом и землей. И пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, в одном из изречений говорит: «Инна Аллаха ла якбалу мин амали илля ма кана халисан лаху». Аллах Та'аля поистине не примет ваши действия, ваши деяния, ваше благое действие, пока оно не будет искренним ради довольства Творца. Поэтому, дорогие друзья, как раз месяц Рамазан обучил нас тому, что искренность, она очень важна в каждом действии, в каждом нашем поступке. Второй урок, который мы усваиваем в месяц Рамазан, это благодарность. Благодарность за те блага, которые стали обыденными в обычные дни, в течение года. Например, глоток воды. Делаем мы глоток в месяц Рамазан, и появляется радость, неимоверная радость. Особенно она становится ценной вода, когда человек в течение длительного дня очень хотел пить, и тут настает момент истины, когда он делает первый глоток, и некоторые братья, некоторые сестры рассказывают о том, что в этот момент даже организм настолько радуется каждая клетка его тела, что появляется приятная дрожь. Пусть Аллах удостоит нас, каждого из нас, ощутить эту великую радость. И пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, в одном из хадисов говорит: поистине для постящихся есть 2 радости. Первая радость – это в этом мире, когда они начинают разговляться во время поста. Вторая радость, когда они увидят итог своих действий, своего поста. Вторая радость еще будет больше, иншаллах. Также появляется не только радость от воды, от еды. И человек, оказывается, он, проявляя благодарность, он самооздоравливается. Ученые даже, кстати, доказали это. И третий урок, который мы усваиваем в месяц Рамазан, урок называется сабр, терпеливость, терпение. В месяц Рамазан человек понимает, что иногда, проявив нетерпимость, проявив, наоборот, торопливость, и иногда человек, выплескивая свои негативные эмоции, он может потерять благодать своего поста. И пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, советовал: если даже появятся те люди, которые вас будут провоцировать, будут вас всячески докучать, то не поддавайтесь этим провокациям и скажите: «И не соим, я постящийся». Не тому человеку, а напомните себе, что лучше всего проявить терпение. И Аллах Та'аля в Коране как раз и говорит: «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, инна Аллаха махас сабирин». Поистине Аллах Та'аля с терпеливыми. Пусть Аллах Та'аля удостоит нам это качество в себя впитать и быть терпеливыми не только в месяц Рамазан, не только тогда, когда мы постимся, а в течение всего года. И я вам обещал, что мы сегодня с вами узнаем диплом мадраса под именем Рамазан, месяц Рамазан. Диплом таков. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, в одном из изречений говорит: «Ман сама Рамадан иманан вахтисабан гуфира лаху ма такаддама мин замбихи». Тот, кто постился месяц Рамазан с искренней верой во Всевышнего, с добрыми деяниями, и это делал все искренне, полноценно, доводя до совершенства,
то Аллах Тааля дарует ему великую награду. Какую награду? «Гуфира лаху ма такаддама мин замбихи». У этого человека Аллах Тааля прощает все грехи. Пусть Аллах Тааля удостоит каждого из нас получить этот золотой, красный диплом и очиститься от всех грехов. И чтобы мы не только в месяц Рамазан, и в остальные месяцы пользовались этими уроками и шаг за шагом приближались к довольству Всевышнего Аллаха Тааля. Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.